Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Мне кажется, спроси любого жителя автономии, каждый подтвердит, что отношения между Камратом и Кишиневым напряжены до нельзя, и это уже тянется давно. Но кто ищет, тот всегда найдет, как говорится, и вот найден очередной повод для того, чтобы еще больше усилить это напряжение. Поводом стала история вокруг утвержденного Министерством просвещения штатного расписания для детских садов, в котором не оказалось преподавателей гагаузского языка. Что это такое? Кому это надо? Так ли это на самом деле? Что за этим стоит? И к чему это может привести? Вот об этом мы решили поговорить сегодня, и здесь в этой студии, конечно же, будет гость, который компетентен отвечать по этим вопросам. Мы с Еленой Карамид решили сегодня погрузиться не только в этот вопрос, но и в образовательную политику в Республике Молдова вообще. Друзья, поэтому всем, кому эта тема интересна, кто хочет знать, как развивается образовательная политика в Республике Молдова и что отведено, какое место отводится автономии, будем говорить сегодня. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас, подпишитесь. Поделитесь с друзьями, если вам нравятся эти дискуссии, безусловно, ставьте, пожалуйста, лайки, потому что это помогает нам продвигать наш проект. Друзья, Молдове нужны единомышленники, думаем мы, и кажется, что к такой мысли присоединяется очень много людей. Мы судим об этом по тем количествам комментариев, лайков, которые появляются под нашими передачами, поэтому с нами оставайтесь, расширяем наш круг. Через несколько секунд начнем. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, в проекте «Единомышленники» депутат парламента Республики Молдова, председатель комиссии по культуре, образованию, исследованию молодежи и спорта по СМИ госпожа Лилиана Николаеску-Анафрей. Лилиана Николаеску-Анафрей, депутат парламента Республики Молдова, председатель комиссии по культуре, образованию, исследованию молодежи, спорту и средствам массовой информации. С 1990 по 1993 годы преподаватель, ассистент кафедры румынского языка Государственного университета Молдовы. С 1992 по 1993 годы младший научный сотрудник Института педагогических и психологических наук. С 1993 по 1995 годы координатор программы изучения румынского и русского языков для американских волонтеров в Корпусе мира США в Молдове. С 1996 по 1998 годы директор программ «Модернизация гуманитарного образования» в фонде «Сорос Молдова». С 1998 по 2012 годы исполнительный директор, затем эксперт-консультант в образовательном центре «Продидактика». С 2012 по 2013 годы советник министра образования Республики Молдова. С 2016 по 2019 годы независимый эксперт в области образования. С июня по ноябрь 2019 года министр образования, культуры и исследований Республики Молдова. С 2020 по 2021 годы советник президента Республики Молдова в области образования и исследований. С 2021 года по настоящее время депутат парламента Республики Молдова от партии ПАС. Автор более 20 статей, соавтор 6 школьных учебников и ряда дидактических пособий для поддержки учащихся и учителей. Образование. В 1990 году окончила филологический факультет Государственного университета Молдовы по специальности «Румынский язык и литература». В 2002 году прошла дистанционное обучение по курсу «Оценка международных образовательных программ» в педагогическом колледже Колумбийского университета Нью-Йорк, США. Госпожа Лилиана, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Настроена говорить об образовании, потому что очень много вопросов. Да, и, конечно же, первый вопрос, который буквально взбудоражил наше сообщество в автономии, вопрос, который касается нового штатного расписания. Главное управление образования заявило о том, что новое штатное расписание, которое разработано и было утверждено в конце января, не содержит должности преподавателя гагаузского языка. Главное управление утверждает, что более 70 педагогов
педагогов могут остаться без работы, и более 2000 учеников не смогут изучать, не учеников, а воспитанников детского сада не смогут заниматься и изучать гагаузский язык в детском саду. А глава Гагаузии назвала этот шаг ударом по гагаузскому языку. Что вы можете сказать по этому поводу, как вы можете прокомментировать происходящее? Ну, во-первых, я могу сказать, что это для меня, как человека, работавшего в образовании, кажется неприемлемым, чтобы институты власти, да, и в этом случае управление образованием Гагаузии распространяло такую информацию и подавало такую информацию, когда я считаю, что они абсолютно компетентны и очень хорошо знают проблему. Эти единицы никогда не были прописаны в этих штатах, потому что всегда было положение для всех местных властей использовать фонды, которые приходят, во-первых, из государственного бюджета на затраты на содержание детских садов, и тем более и собственные фонды. Всегда, и в 1999 году, когда были старые штаты персонала, там было прописано, что местные власти, то есть учредители детских садов, а в основном это местные советы, примарии, могут на свое усмотрение по мере надобности использовать для дополнения других штатных единиц. Так как преподаватели румынского языка – это ситуация общая для нас всех, да, по всей стране, они прописаны. Но в ситуации преподавания языков национальных меньшинств это разные ситуации. Это и гагаузский, это может быть и болгарский, это может быть и украинский. Но то, что я говорила в начале, да, что я считаю, что это просто неприемлемо, еще раз мое мнение подтверждается, и я очень рада, что местные советники из сел Гагаузии, примары, сразу же после этого говорили о том, что, извините, но там же четко прописано, что мы можем сами добавлять то, что нужно для наших конкретных учреждений. И это они и делают, и меня это радует. То есть это всегда так было, всегда дополнялись. Более того, сейчас на фонды для детских садов на этот год, по-моему, больше на 20 с чем-то миллионов. Да? Да. И я видела, как и примары, и местные советники говорили о том, как они всегда утверждали эти единицы. То есть никто из об этом преподавателей... и советник из Казакли. Советник из Казакли. Да. И люди, они хорошо это знают, они это делают. Более того, они могут и другие единицы добавлять. И, по-моему, там говорилось и о логопедах, и о айтишниках. Госпожа Лиляна, ну скажите, тогда же, что стало поводом для рождения такого беспокойства? Потому что, смотрите, вы сейчас сказали два момента, на которых я хотела бы попросить вас остановиться. Первое. Вы сказали о том, что румынский язык был всегда в этих штатных расписаниях, потому что это по всей стране румынский язык изучается в детских садах, да? А автономия должна была бы гагаузоведов сама добавлять местные органы власти, должны были бы добавлять и финансировать, соответственно. И всегда так было, всегда добавляли как в и случае Тараклия, допустим, там тоже нет этих штатных единиц для болгарского языка, для украинского языка? Тоже нет. То есть все добавляют по мере надобности. Более того, уже могут сделать это и для других специалистов, которые очень нужны. Тогда почему появилась, второй момент, почему, на ваш взгляд, почему появилась эта история? Ну, это хороший вопрос, потому что я, зная очень многих коллег, которые работают в департаментах образования по всей стране, не имела повода сомневаться в их профессионализме, в их ответственном отношении к своей работе. В этом случае, я, честно вам скажу, я была просто ошарашена. И я не верю, что там нет компетенции, что там нет понимания. То есть как до сих пор коллеги работали, да, как руководители управления образованием, до сих пор работали, очень хорошо знали, что нужно делать, а теперь постарались превратить это в какую-то подоплеку, которая идет вразрез со всем, что делается в образовании. Я не хочу обвинять, понимаете, но вопрос
Как же можно такое заявить, когда ты сам или ты сама работала и всегда знала, как и что нужно делать и планировать. А давайте попробуем, мы попросим нашего режиссера эфира выдать на экран, чтобы наши зрители тоже видели, а мы зачитаем цитату из выступления на вчерашнем заседании парламента, а было очень горячее заседание парламента у вас вчера, и вопросы образования, и вопрос отставки даже Дан Перчун, министр просвещения и образования, обсуждался, но нас, конечно, по этой теме заинтересовало выступление депутата от партии социалистов и коммунистов, от фракции партии социалистов и коммунистов Ивана Кёксал, которая сказала следующее. Новый приказ министра образования исключил из штатного расписания должность преподаватель гагаузского языка, что ставит под угрозу дальнейшую реализацию этой программы. Как можно расценивать такую двойственность? Президент Майя Санду заявляет о важности сохранения идентичности, культуры и языка, а ее министр образования фактически уничтожает возможность их изучения. В период руководства министра были проведены реформы по оптимизации системы образования, и их последствия оказались разрушительными. Закрыто 10 учебных заведений, еще 13 были реорганизованы. Кроме того, был реорганизован ряд профессионально-технических училищ и колледжей. Мы в эту цитату, конечно, две проблемы взяли, но давайте сначала по первой. Да. Вот то, что говорит госпожа Ивана Кёксал. Вы знаете, я здесь тоже была удивлена вчера. Мы знакомы хорошо с госпожой Кёксал, мы общаемся в парламенте. Я могу предположить только одно. Кто-то из ассистентов или кто-то из коллег просто неправильно проинформировал. Потому что нельзя сказать, были исключены единицы штата, если их там не было. И, так они были или не было? Вот нет, нам нужен нет. ваш ответственный ответ на это. Нет, не было прописано единица такая-то, да, единица учителя гагаузского языка. Было прописано, и в самом конце штата там то, что было раньше прописано, то прописано и сейчас. Да, можно добавлять все, что только нужно. То есть говорить о том, что что-то исключили, мы сейчас уже имеем столько инструментов информирования. Можно взять приказ с 99-го года, можно посмотреть на приказ прошлого года, да, и посмотреть очень четко, в чем разница. Да? То есть, смотрите, вы сейчас говорите, что в 99-м году в том штатном расписании, которое действовало до 2025-го, мне это напоминает историю, когда 99-й и 25-й, то есть ничего не менялось, все это до сих пор все это было с 99-го года. Поэтому коллеги и работали, чтобы рассматривать, конечно. Госпожа Лилиана, а нельзя ли было ввести все-таки, вот допустим, если у нас есть преподаватели гагаузского, болгарского, румынского, внести, и чтобы каждое учебное заведение, допустим, дошкольное, выбирало те специальности, которые есть в их детском саду для того, чтобы реализовывать свою программу? Может быть, тогда вопроса бы не возникло? То есть, опять же, есть трансферты. Но вопроса никогда не было. Почему он сейчас тогда возник? Это наш вопрос к вам. Я считаю, что это целенаправленно и намеренно было сделано, чтобы просто еще раз посыпать какую-то рознь, да, между центром и между местными властями. Но это не красит ни управление образования, ни тех, Поэтому я и очень удивлена, так как я знаю людей из управления, я знакома с ними много лет. И, конечно, мы виделись в каких-то различных мероприятиях и проектах, но я удивляюсь. Нельзя так делать. Знаете, да. Тогда, если предположить, что руководитель управления не знает этого, а это всегда так происходило, и примары знают, и все знают. У меня вопрос, так почему вы там? Может быть, подать в отставку? Или... Я не верю, что не знали. Я думаю, что это целенаправленное создание несуществующей проблемы. Другой депутат тоже на вчерашнем заседании парламента сказал о том, что это удар по бюджету Гагаузии. То есть министерство хочет перенести вот эту вот нагрузку на бюджет Гагаузии, чтобы затраты шли из бюджета автономии. Это так? Нет, потому что и те затраты, которые идут на детские сады, и которые примарии, которые являются учредителями, получают на свой счет, они все идут из государственного бюджета. То, что могут делать местные власти, они делают в местном по возможности, да? И в Гагаузии всегда эти возможности были. Почему иногда это, или в недавнем времени меняется местная политика, это уже другое. Перекладываем то, о чем вы говорите, на конкретную финансовую плоскость. То
То есть люди, которые работают в детских садах и которые знают, что я педагог детского сада по гагаузскому языку, после такого анонса вот этой истории узнает, что она остается без ставки, а дети остаются без преподавания на гагаузском языке. Что это такое? То есть у меня не будет работы, у меня не будет зарплаты, вы понимаете? И когда вы говорите, что министерство, вернее, финансирование из центра идет такое же, и ничего не было уменьшено. Даже больше в этом году. Но ведь вопрос возник, потому что нет денег на преподавание гагаузского языка. Я так понимаю или нет? Нет, нет. И то, что представители местных властей уже сказали, они уже сказали, мы всегда это делали, мы сейчас буквально из этого бюджета утвердили, все в порядке, мы даже хотим утвердить и логопеда, и кого-то еще. Вы знаете, Лена Федоровна при мне, может быть, сейчас просто не вспомнила, но она при мне, готовясь к этому выпуску с вами, она звонила одному из директоров и уточняла, а откуда вы раньше получали эти деньги? И мы удивились обе, директоры не знают, откуда они получали деньги. Ну, здесь но это у них, уже другой вопрос. Но у них деньги, но я думаю, что это не только один директор не знает, возможно, кто-то знает, но, возможно, есть и такие директора, которые не знают, из каких средств эти деньги, из центрального бюджета, из бюджета Гагаузии, из местного бюджета, местных органов власти, примарии имею в виду. И вот эти вещи, они тоже играют, вы понимаете, то есть мало взрывоопасных каких-то таких вещей, которые демотивируют людей, которые делают гражданское общество очень агрессивным друг к другу, а Камрат и Кишинев, с этого мы начинаем сегодня выпуск, уже давно в этих агрессивных отношениях существует, то к чему вот эти истории? И почему Министерство образования не дало сразу очень четкого, конкретного, объяснимого, понятного, доступного ответа на то, чтобы люди не беспокоились, если здесь, как вы говорите, имеет место быть плохое информирование, либо... Ну, насколько я знаю, я, правда, не смотрела, но видела информацию о том, что министерство опровергло то, что сказали коллеги из Департамента образования Гагаузии. Ну, наверное, когда им стало известно, потому что, к великому сожалению, я признаюсь, например, что я тоже не могу всегда видеть, именно что происходит. Ну, тут в критике ежечасно. Тут в цитате госпожи Иваны Кёксал, депутата, которая представляет Гагаузию в парламенте, есть еще один момент. Президент Майя Санду заявляет о важности сохранения гагаузской идентичности, а тут забирают деньги и возможность преподавать гагаузский язык. У вас есть ответ на это? Ну, опять же, я не могу думать о том, что госпожа Кёксал в этом уверена. Я думаю, что и эта информация представлена ей, да, предоставлена. И когда мы, как политики, о чем-то говорим, мы должны быть очень внимательными. Да? Почему я всегда... Не только потому, что в нашей комиссии еще сфера деятельности или политик, которых мы развиваем, это и масс-медиа. Но я всегда говорю, у нас же есть возможность документироваться, информироваться, попробовать посмотреть из нескольких источников, да, что и как происходит. И в этом случае очень же просто, да. Тем более, что мы как депутаты имеем право направлять запросы да, по всем проблемам во все институты власти или вообще в институты. Но Главное управление образования написало о том, что они отправили письмо в Министерство просвещения, но получилось, что письмо отправлено, не дождавшись ответа, стали сразу разжигать вот такой вот... Более того, почему я говорила, что для меня это очень... как, я даже не знаю, как выразить, да, очень сложно понимать это по-другому, как намеренное старание, да, все это превратить в какую-то историю. Да, превратить опять в конфликт, потому что даже после того, как министерство представило информацию и опровергло все с Департамента образования Гагаузии, опять же, было уже следующее утверждение, что нет, вот это неправильно. Госпожа Лилиана, мне кажется, что здесь вопрос в финансах, и по вопросу финансов никто, ни ответ министерства не указывает на то, что финансы на преподавание гагаузского языка есть и где они есть. Такого ответа нет от министерства, и нет такого такого вопроса не было, потому что совсем подоплека была немножко другая. Ну да, вы тут правы. Но вы правы, у нас система финансирования... Уже коллеги из местной администрации очень хорошо знают, но вы правы, что некоторые директора не знают даже
если не интересуются. Госпожа И если, Лиана. не дай бог, в плохом отношении с примаром, они даже не знают, какой величины у них будет Госпожа бюджет. Лиана, ну, решением этого вопроса могла стать та реформа, которая больше 10 лет назад прошла в учебных заведениях до университетских, то есть в гимназиях и в лицеях. Я помню тот период, когда со страхом воспринимали директора, что финансирование может перейти в учебные заведения, и школа сама будет администрировать свои деньги. И я помню очень хорошо, что говорилось о том, что такая же реформа произойдет и в детских садах. То есть, что в ближайшие годы и детские сады станут получать деньги непосредственно в свои учреждения, и заведующие детских садов будут видеть полную картину. Сколько денег, трансфертов получило детское учреждение, на какие цели направлять эти трансферты, имеет ли возможность, как вы говорите, открывать какие-то новые должности, IT-технологии развиты, может быть, нужны какие-то новые сотрудники. Почему так долго длится вот эта реформа в детских садах? Ну, больше 10 лет это точно. Что для этого нужно, собственно говоря? Потому что здесь, насколько мне известно, к сожалению, я не имею сейчас очень четких конкретных данных по этому вопросу, но Министерство образования и исследований сейчас с помощью экспертов и с помощью команды, ответственной в министерстве за эту сферу образования, работают в этом направлении, существует и пилотный проект. Это занимает время, потому что, к сожалению, в финансировании детских садов у нас до сих пор в основном формула того, что у нас было, да, то есть то, что было, немножко добавляется, идем дальше. Чтобы смочь... это правильно? Правильно. Чтобы была возможность предлагать такие же механизмы финансирования, есть важные вопросы, которые нужно рассматривать. Во-первых, не всегда, наверное, на уровне начального образования может функционировать дотация на ребенка, да, по количеству детей. Потому что есть и типы затрат, которые не просто образовательные, но еще и воспитательные. Это легче, да, но и воспитательные, и содержательные, и для физического развития и здоровья. Да. В детском саду немножко больше этих аспектов, чем в школе. Поэтому важно достичь понимания, какой тип формулы может помочь для того, чтобы лучше финансировать. Но ведь уже есть несколько образцов. Кагул, Окница. Да. Есть этот пилотный проект. И, насколько я знаю, коллеги из министерства пошагово уже смотрят на результаты и смотрят, как нужно сделать... Ну, смотрите, а что это изменило бы, собственно говоря, даже если финансирование было бы напрямую детским садам? То есть вот вышел один примар, там, я не знаю, может быть, еще были примары, но примар Чедерлонги заявил, что мы и раньше это делали, и продолжим это делать в этом году. Советник написала о том, что в этом году, как вы тут подтверждаете, детские сады получили даже больше финансирования из бюджета страны. А проблема-то есть. Вот она. Нет денег на педагогов по гагаузскому языку. Есть деньги. Нет денег. Укажите, где эти деньги, чтобы сейчас зрители, которые нас смотрят, это люди, которые преподают гагаузский язык в школах, чтобы они знали, что у них никто не отнял ставку и что у них будет работа. Абсолютно. Кто на этот вопрос ответит? В каждой ситуации на этот вопрос могут ответить примары, потому что они этим бюджетом заведуют. Скажем так, да? И, слава богу, есть очень много примеров по всей стране очень хорошего сотрудничества примаров с управлением самих детских садов. Еще один момент, для чего важно все-таки пилотировать и готовиться, это же и речь и о подготовке кадров. И в той реформе, которая происходила для школ, у нас не все школы перешли. Да? Но Кишинев не перешел, потому что зависит и от подготовки менеджеров, потому что это все-таки ответственность, да, и нужно уже понимать, управлять что будет... финансами. Да, ответственность у директоров все равно бывает, даже если ты не администрируешь шеф, не администрируешь, но все равно твоя самая большая ответственность. Но из-за того, что они не обязательно подготовлены, да, с точки зрения профессиональности в управлении финансами, побоялись, некоторые побоялись.
Ну, здесь уже... В Гагаузии, видно, смелые директора, потому что все мне кажется, школы что все переведены школы на в это. Гагаузии, да, они функционируют по Это этой очень системе, хорошо. по этой формуле. Тем более, что Идемте дальше. этот опыт должен быть и распространен. И я знаю конкретных коллег-директоров школ, которые сожалеют, что не перешли, но уже в зависимости от их отношений с примариями. Еще один момент, простите, Елена Федоровна, и закроем цитату Иванны Кёксал. 10 учебных заведений были закрыты, еще 13 были реорганизованы. Это озвучивает депутат парламента Республики Молдова как претензию к министру Дану Перчун. Нас не было на заседании, мы не могли отслеживать и видеть абсолютно все, не было такого времени. Скажите, пожалуйста, какой ответ был дан и что с этим? Наверное, этот ответ был дан не впервые, потому что и раньше такие вещи звучали, но господин министр еще раз проинформировал и объяснил о том, кто ответственен за построение школьной сети, да, сети школ или сети учебных учреждений в конкретном регионе, потому что тоже это ответственность местных властей. Но закрытие школ – это же решение министерства, нет разве? Нет, это решение, которое принимается, например, на уровне района, где у нас есть управление образованием, да, конкретное. Если управление образованием рассматривает ситуацию и видит, да, вот какая у нас ситуация. Например, в селе X у нас в школе осталось 20 учеников. Или меньше, да, потому что и такие ситуации есть. Рядом 2 километра, там есть гимназия в селе таком-то, или 7 километров лицей в районном центре. Эта информация задала вопрос и тут же вспомнила пример, который может быть хорошим ответом. Когда Ирина Влах в 2017 году, или это было уже в 2019, да, Лена Федоровна? Где-то 19-й год, да? В 2019 году приняла решение о закрытии гимназии в селе Чешмикёй. Министерство просвещения об этом ничего не знало. Это было решение исполнительного комитета закрыть лицей и оставить одну единственную школу, это решение, лицей в это решение на уровне местных властей. И, как министр опять же подчеркнул, ситуация такова, что, к сожалению, да, у нас есть какая-то стабилизация, да, если с 2001 по 2008 год количество учеников уменьшилось где-то на 100 с чем-то тысяч, сейчас примерно с 2015 года немножко есть стабильность, да, у нас 300 тысяч с чем-то учеников в школе, и это немножко меняется, но незначительно. То есть можно говорить о какой-то стабилизации. Но все равно это намного меньше, чем то, что могло бы принять наша система, наша сеть учреждений, которые существуют с давних времен. Смотрите, но вы же понимаете, что правящая партия всегда отвечает за то, какие показатели. И поэтому, когда озвучивается, что 10 школ закрыто, еще 15 там реорганизованные, и закрыты какие-то колледжи, то это минус правящей партии. В том-то и проблема, что показатели или главные показатели по образованию – это не количество школ. Если говорить об общем образовании, то это прогресс детей в учебе и в познании. Да? То есть как мы улучшаем качество образования. Если говорить об университетах, конечно, самый важный показатель будет тот, который будет говорить о количестве студентов. Если у нас будут больше студентов в наших университетах и дотация от правительства больше, и, конечно, возможности университетов тоже больше, потому что есть и контрактная часть. То есть нам нужно, и, кстати, есть очень хорошая компания, я думаю, что и здесь уже коллеги об этом знают, компания, начатая Министерством образования, «Инновация in Moldova». «Учись в Молдове». «Учись в Молдове», посредством которой очень много детей из лицеев, из школ посещают университеты Республики Молдова, и я была очень рада видеть очень большое количество репортажей с детьми, которые удивлялись, что они даже не знали, что у нас есть такие интересные профессии будущего, например, и в педагогическом университете в Кишиневе, и в техническом, и в государственном университете. И дети, которые были очень заинтересованы, я даже не знала, что предполагает профессия психолога, например, а мне это очень интересно сейчас. Я не думала об учебе в университете, но сейчас почему бы нет?
Показатели немножко другие. Не количество, госпожа а Лиана, качество. За количество тоже в да. ответе все правящие партии, потому что если людей становится меньше, детей становится меньше, больше людей выезжают за границу, то за это тоже отвечают правящие партии. Ну, на этот момент насчет детей есть некоторая стабилизация, но показатели все-таки качества. Если мы будем иметь, не знаю, 6 учебных заведений, в каждом из которых будут по 5 или 12 учеников, и мы будем затраты на все эти... на 35 педагогов, скажем. Ну, не на педагогов, но здесь проблема большая. Здание, обслуживание здания. Наши типовые здания, они же по числе. 320 учеников, 640 учеников, на 1000 с чем-то. И затраты на эти здания все равно должны происходить. Почему же не сделать другие вещи? То, что министерство уже делает. Почему бы не помочь? И в прошлом году было принято это решение помочь родителям, которые будут своих детей возить в другие соседние населенные пункты. Вы понимаете, здесь есть один такой момент, госпожа Лиляна, что когда мы говорим о селе, в котором все гармонично живет и развивается, когда оно большое, понятно, к этому селу больше интереса у всех, и у жителей, и у тех, кто с этим селом, скажем, хочет иметь какие-то отношения, бизнес и прочее. А когда в селе нет даже школы и нет садика, а детей увозят куда-то, то это село уже становится таким не очень презентабельным. Вымирает. И вот это и беспокоит людей, собственно говоря, когда они говорят о том, что закрывают школу. Не столько, я помню, как Чешмекёй отреагировал на закрытие гимназии. Так не делается. Ну, мы должны же понимать, я думаю, что вы тоже понимаете, что школа вымирает не потому, что закрывается школа. Село вымирает или какой-то жизнь, да, сельская жизнь меняется не потому, что закрывается школа, а потому что там уже детей нет, оттуда уже уехали. Или поменяли свое место жительства, перешли в, не знаю, в Авдарму или в Камрад. Но вот не люди потому, не что уезжали люди, из сел, если бы у них было бы место работы, сказали бы вам жители. Они уехали до того, как осталось только 6 детей в школе. Вообще, мне кажется, что очень часто вот такие моменты, как с новым штатным расписанием, используют где-то политики, где-то служащие, и их не красят, в каком свете они это используют. Но мы стали замечать еще одну тенденцию. В нас в этом году ждут выборы в парламент. Мы уже стали замечать, что некоторые политики приезжают в детские сады, приезжают в школы, просятся побеседовать с коллективами во время рабочего дня. Некоторые директора отказывают в такой и не дают такую возможность. Некоторые, возможно, и разрешают. Как такое возможно? Ведь еще не объявлено о том, что началась предвыборная кампания. Как такое возможно? Реагирует на эти моменты Министерство образования. То есть вообще образовательная сфера и политика. Да. Ведь это две вещи, очень... которые должны... Нет места политики в образовании. Разве не так? Я считаю, что не очень так. Скажите, как? Потому что каждый из нас, неважно в какой сфере он работает, имеет право на свою политическую опцию, да, какое-то мнение. Это мнение должно формироваться. Но когда речь идет о политизации и об требованиях поговорить на политические темы, да, политики приходят с этим. Я понимаю, но в том-то и дело, что это может быть обусловлено в компаниях, конечно, и насколько... Когда это разрешено законом. Да, насколько я знаю, это разрешено, то есть, но это должен быть период, когда учителя или сотрудники детского сада имеют либо паузу, да, перерыв, либо после работы, да, либо до работы. Это не во время предвыборной кампании. Вне предвыборной кампании я не исключаю, что есть вещи, в которых люди могут участвовать, но если это только политическое, ну, конечно, это совсем другой вопрос. Есть ситуации, когда, не знаю, например, некоторые мои молодые коллеги-депутаты, они очень заинтересованы, и они задействованы, работают, помогают, не за деньги, конечно, просто как волонтеры помогают в различных проектах. И тогда их присутствие в какой-то конкретной школе связано с каким-то конкретным проектом. Например, когда речь идет об
проекте, который одна из моих молодых коллег продвигала, да, «Educația prin artă». Образование через искусство. И здесь есть интересные проекты в Румынии, которые сейчас пробуют делать и наши школы, и Академия de Artă și Teatru și Film din București, с нашей Академией искусств. Пробуют эти вещи продвигать, объяснять, делать, но в этом случае это конкретная вещь участия в каком-то проекте важным для образования. То есть не имеет политическую подоплеку, нет. И мы можем сегодня, с ваших слов, сказать директорам и заведующим детских садов, например, в автономии, что вы можете отказывать, если речь касается, не можете, вы должны отказать, если речь касается какой-то политической составляющей. Вне рамок компании. Это всегда вне рамок компании. Вне рамок компании я не помню точных предписаний кодекса по выборам. Но с моей точки зрения компания это одно, а уже присутствие в других. Ну, вопрос был как раз относительно того, что недавно созданная компания, не будем ей делать рекламу, партия, вернее, компания, недавно созданная партия, лидер которой выходит из Гагаузии, встречается с сотрудниками тех или иных детских садов, но во всяком случае сейчас было видно, что это детские сады, и мы задались вопросом, а что, началась предвыборная кампания? Ну, то есть почему образовательная система вовлекается в политические какие-то процессы, и как мы говорили сегодня, что мы хотим говорить вообще об образовательной политике в Республике Молдова. Ведь то, что очень политизировано общество, гадать на кофейной гуще не надо. То, что уже дети политизированы, не только те, которые 11-12 классы готовятся, скажем, да, но и младших классов дети, да. Как это происходит? Почему это происходит и почему политические аспекты жизни страны являются более привлекательными, и они вошли в систему жизни школы больше, чем то, что на самом деле, чем должна заниматься образовательная система? Почему нет ограничений? Нельзя быть... Я думаю, что важно, чтобы люди были информированы. И тогда понимание того, что предлагает одна или другая партия, это тоже важный аспект. Почему есть больше интереса для этой сферы сейчас, чем, может быть, раньше? Потому что выборы на носу. Выборы на носу, но, может быть, есть и какие-то позитивные аспекты, что люди сейчас, может быть, не так отстранены, да, им важно, что будет происходить, как будет происходить, поэтому хотят узнавать, хотят знать больше. Но очень важно, чтобы не происходило. Опять же, к сожалению, это очень-очень грустные примеры, когда мои коллеги из разных школ, например, писали, да, что вот нам сказали, за кого голосовать, и прислать еще и фотографии. Или же нам сказали вот пойти и распространить вот литературу от такой-то, такой-то партии, хотя даже сейчас нету электоральной кампании. Это другое, но я, знаете, о чем подумала? Сколько партий у нас в Молдове? Очень много. Каждый раз озвучивается. Не знаю, 80 с чем-то. Смотрите, если 80 с чем-то партий, каждый раз сейчас, по примеру одной партии, которая вне рамок выборной кампании уже ходит в детские сады и встречается с коллективами образовательных учреждений, потому что понимают, что в образовании работает больше всего людей. И теперь все 87 партий начнут звонить директорам и проситься на встречи. Что будет с образовательным учреждением в процессе рабочего дня? Это, конечно, и решение самих управлений, но нужно это делать вне работы. Если есть партии, которые хотят себя представить, есть же и другие еще процессы. Есть партии, которые, как вы говорите, только создались и стараются какие-то ячейки уже создавать, да. Но это должно происходить без никакого... Уже созданные, моя точка зрения, это должно происходить абсолютно, не моя мешая точка зрения и процессам, гражданское убеждение, что образовательная система не должна быть вовлечена в политические баталии тогда, когда это не касается... Просто надо разделить то, что означает конкретные политические баталии в процессе кампаний, и то, что означает работа для информирования. Да? Это совсем другое, но все равно это не должно быть
в процессе обучения, не должно быть. Госпожа Лиляна, если мы вернемся к образовательному процессу в учебных заведениях, другой скандал недавно разразился по поводу учебника 12 класса по истории. Кто-то говорил о том, что искажены некоторые события исторические, кто-то говорил о том, что некоторые темы раскрыты недостаточно. На каком этапе министерство объявило о том, что этот учебник будет рассмотрен и будет выдана рекомендация использовать, изъять учебник и так далее, или же продолжать обучение по этому учебнику. На каком этапе сегодня рассмотрение этого вопроса? Есть ли у вас информация? Да, начать, наверное, нужно с того, что очень важно, и я это советовала и коллегам по парламенту нашей оппозиции. Опять же, можно же просто зайти на сайт Министерства образования, на сайт КТИЧе, мануале и открыть конкретные учебники. Они там все есть в PDF. И когда я вижу учебники, да, и на румынском, и перевод на русском, я вижу авторов, я вижу, что это историки, что это доктора наук, да. Я вижу там цитаты различного типа документов исторических. И я вижу вещь, которая говорится конкретно о конкретном историческом персонаже, который был виновен в криме против humanității, преступления против человечества, да, потому что были депортированы евреи и ромы из Румынии в Транснистрию, и поэтому человек был осужден и считается, что он допустил преступление против человечества. То есть мне очень трудно судить, опять же, насколько оппозиция, когда начала разрабатывать требования об отставке господина министра Перчуна, насколько они в самом деле попробовали прочесть, посмотреть, да, все в учебнике. Потому что там учебник истории, да, там очень много вещей. Я не знаю, если люди прочли, потому что я лично не очень поняла, да, почему только на это делался акцент, когда там говорится очень конкретно, что Антонеску совершил преступление против человечности, против человечества. Но господин министр очень четко объяснил, что министерство после того, как начали на эту тему говорить те или иные представители и образования, и родителей, министерство решило попросить организацию Yad Vashem по продвижению памяти о Холокосте, попросить сделать рецензию на этот учебник. И в зависимости от того, какая рецензия будет, они посмотрят, они примут решение. Будет ли там какая-то рекомендация конкретная по каким-то конкретным темам, и это нужно рассмотреть? Кажется, не только эта организация, даже в университетах в Молдове отправлены эти учебники для того, чтобы кафедры истории изучили и дали свое экспертное решение, потому что историки, конечно, только могут говорить о учебнике истории. Здесь, кроме этого, задействована и организация Yad Vashem. Да. Госпожа Лиляна, я думаю, что здесь, когда вы говорите, что это историки, это имена, к которым не может быть каких-то там претензий научных. Я не говорю, что не может быть. Я говорю, что там есть такая команда, да, то есть... Я к чему это, да, то есть имена тех или иных историков, даже очень звучные имена. Если появилась такая реакция на эти книги, на мой взгляд, правильно, что министерство отреагировало, обязано было это сделать, собственно говоря, но когда депутаты говорят или жители говорят о том, что это искажение истории, может быть, люди говорят о том, что под каким лейтмотивом были созданы эти учебники, какую идеологию проталкивают эти учебники. Если вы посмотрите это требование об отставке, то, что меня удивило, я бы ожидала все-таки конкретные примеры и фактологию. А что, их не было? Я не увидела. И говорить о том, что имя какого-то человека используется столько-то раз, а такого-то нет, то есть это не аргументы для отставки, вы считаете? Нет, это не аргумент, конечно. Это нужно, опять же, почему мы не читаем? Ведь можно же открыть, почитать, можно открыть, почитать. Но я думаю, что люди почитали тогда, когда свое недовольство действиями министра и созданием этих учебников написали. С уважением к нашей оппозиции, но разрешите мне немножко усомниться, что это они читали. То есть вы хотите сказать о том, что вот эти все обвинения, они голословные, были сделаны на основе каких-то... Я не говорю, что это голословно. Просто я говорю о том, что
если у человека есть, здесь я определенная позиция, да? абстрагируясь от нашей конкретной ситуации, о том, что мы политики. Если я просто как гражданин, да, вижу какую-то проблему, у меня какой интерес? Эту проблему решить? Или начать, вот что они сделали, в отставку. Здесь на первое место выходят политические интересы тех, да, кто, но кто возмущен. Кроме политики, и там у нас достаточно места, как сказать, между собой бороться по другим вопросам. Но здесь между собой не видят граждане Молдовы. Здесь речь о решении каких-то конкретных проблем. И если у меня такое настроение, да, я хочу участвовать в решении, то я иду, я интересуюсь, где я могу найти конкретную информацию и что я могу сделать. Я требую, я делаю прошение. Смотрите. Но политическая подоплека всегда, конечно... Госпожа Лиляна, 45 минут, мы говорим всего по 2 вопросам. Они важны для Гагаузии, поэтому можем до завтра тогда. Мы их проговариваем, они важны для Гагаузии, но сейчас появилась вот какая мысль. Вот 2 вопроса мы обсуждаем 45 минут. Мы это делаем только потому, что мы на самом деле получали очень много предложений от наших зрителей, которые говорят, ну разъясните. Поэтому мы вас и пригласили. Спасибо, что вы откликнулись, пришли в нашу студию. Но 2 вопроса. Люди возмущены, преподавательский состав возмущен, вы понимаете, да? И детсады, и, в общем-то, другие педагоги по гагаузскому языку. Что вы ждете, какой реакции ждет министерство или правящая партия от Гагаузии, от образовательной сферы Гагаузии, от ее сотрудников этой сферы, когда вот по 2 вопросам вот столько конфликтов и непонимания? Что вы ждете? Поддержки? Что вы имеете в виду? С какой-то Ну, смотрите, 2 вопроса, они касаются образовательной системы, и по обоим вопросам настолько горячая атмосфера их обсуждения, настолько высоко недовольство, что чего ожидает от сотрудников, от работников этой сферы, в общем-то, от Гагаузии. То есть положительного отношения к правящей партии не может возникнуть, когда есть вот такие возмущения по таким 2 вопросам. Когда есть разжигание со стороны людей, которые должны быть ответственны не за такие вещи, а за правильную работу и правильное построение работы в своей сфере. Когда это еще разжигается и официальными лицами, без того, чтобы представлять доказательства, то это, конечно, очень большая проблема. У меня просто не то что ожидание, а у меня просьба ко всем коллегам в Гагаузии, которые, может быть, более информированы. Пожалуйста, поговорите и со своими коллегами, которые даже не хотят ни на что смотреть. Но те, которые понимают и знают, должны помогать и другим это понимать. Потому что я могу приехать и поговорить, но это совсем другое, когда примар какого-то села говорит, когда директор какого-то детского сада говорит. Это для коллег в Гагаузии это авторитет. Ну, да? понимаете, авторитетом для руководителей детских садов, наверное, является управление образования. А если управление образования об этом говорит, то заведующие и, соответственно, их коллективы принимают это за должную монету, что да, есть такая проблема, и она вызвана Кишиневым. Ну, я могу тогда только выразить сожаление, если те люди, которые насаживают рознь, являются авторитетами, тогда это, конечно, жалко. Ну, понимаете, дело в том, что люди должны понять, где это насаженная рознь, а где правда. То есть, когда люди не знают, когда по данным 2 вопросам, которые мы обсуждаем, люди не понимают, где правда. Кстати, 2-й вопрос я все-таки отделила бы историю и учебник, потому что там, да, надо разбираться, надо выслушать и получить рекомендации тех, кому адресована эта просьба. Надо стараться всегда находить первоисточники, да, или информацию из проверенных источников. Почему Министерство просвещения Республики Молдова не приедет в Гагаузию, там, где хотят, ну, я не знаю, соберет директоров детских садов, примаров и обсудят. Особенно когда принимаются новые документы. То есть новое штатное расписание, которое поменялось впервые. Извините, для этого не нужно делать никаких встреч и объяснений, потому что люди работают очень много лет, и они это так делают. Все директора, все примары. Знаете, это совсем другая ситуация. Да, мы хотели сказать о том, что из этого вопроса о преподавателях гагаузского языка, этот вопрос привел к тому, что недавно, буквально на днях, госпожа президент побывала и встретилась с представителями ЮНЕСКО, где обсуждался вопрос сохранения гагаузского языка и изучения его всеми категориями жителей автономии. И в противовес
тому, что госпожа президент обсуждает вопрос сохранения гагаузского языка, приводился тот факт, что что же здесь происходит? Там нам обещают сохранять гагаузский язык, а здесь в штатное расписание не включили преподавателей гагаузского языка. А вы не подумали, что кто-то это сделал именно потому, что был этот разговор и в ЮНЕСКО, и постарался еще раз подчеркнуть и рознь посеять? Вы не подумали? Вот давайте здесь поставим точку. Все-таки здесь поставим точку. Какое решение найдено было при встрече президента с представителями ЮНЕСКО? Есть какие-то? Я думаю, что это какая-то? Нет. У меня, во всяком случае, нет, потому что это только недавно происходило. Да. Я думаю, что это было как первое обсуждение, да, вот таких вещей. Но мы очень-очень серьезно подходим к таким вопросам, и тем более, что уже, насколько известно, гагаузский язык и в списке ЮНЕСКО языков, у которых есть риск исчезновения. И поэтому это очень важно стараться поменять ситуацию. И в самой автономии я очень надеюсь, что будет и дальше развиваться и методология преподавания языка, и создаваться и контексты, в которых можно использовать, и больше можно использовать родной язык. И с нашей стороны мы всегда будем только способствовать этому. Конечно, это и речь о фондах, но я очень уверена, что при такой поддержке, которая сейчас у нас есть, будет возможность сделать конкретные проекты. И так как существует программа обучения румынскому языку, можно будет сделать конкретную национальную программу для способствования поддержания языков этносов, и найти и бюджетные деньги, но и партнерские деньги тоже. Чтобы завершить эту тему, в парламенте вчера обсуждали, в том числе и отставку, уже говорили об этом. Сколько голосов набрала, я не успела за этим проследить, другие зрители. 18 голосов за отставку. Да. То есть отставка не была принята? Не была принята. А можно маленький еще вопрос, меня все-таки интересует. В министерстве в этом году утверждено закон. Есть новый, согласно которому дети с 5 по 9 класс будут охвачены бесплатным питанием по всей стране. Такой закон мы, будучи депутатами Народного собрания Гагаузии, инициировали здесь, у нас в автономии, но тогда мы охватили учащихся с 5 по 12 классы. Почему в стране приняли решение не охватывать третью ступень лицеистов? 9 и 12. Да, 10 и 12 классы. 12. Очень надеюсь, что мы достигнем того момента, когда будет охвачено денег не всё. хватило? Конечно, это и фонды, потому что это все-таки Но там меньше всего детей вот в этой ступени. Речь не только об этом. И фонды, но и потому что сейчас министерство работает вместе со всеми департаментами образования, чтобы подготовить все, да, потому что это и ситуация конкретных школ с возможностями для готовки или для кейтеринга, и анализ, и сейчас очень бурное обсуждение и того, что должно быть в меню, в котором участвуют и родители, и все, потому что все хотят, чтобы это было во благо и на здоровье. Ну, в общем, это хорошо, когда все чего-то хотят и все рекомендуют, значит, ситуация улучшится. Это как цель на будущее. Да. Смотрите, мы говорим об отставке, и я попрошу нашего режиссера, если можно, одну информацию, которую представил вчера министр просвещения Дан Перчун, привлекло внимание, и я хотела бы, чтобы мы это представили. Министр просвещения Дан Перчун сказала следующее, отчитываясь перед депутатами. Да? Система образования дебюрократизируется, и больше времени уделяется детям, а не бумагам. Мы привлекли молодых специалистов и имеем рост на 15% по сравнению с предыдущими периодами. Стипендии студентам-педагогам увеличены в 2 раза. Для начинающих педагогическую карьеру размер пособия увеличен до 200 тысяч леев. Многие учебные заведения были отремонтированы, что придало им другой вид. Запущен проект с модельными школами и многие другие проекты, которые улучшат качество обучения. А вот как на это отреагировали депутаты, предлагающие отправить в отставку министра? К сожалению, в тех дискурсах, которые аргументы были против вот этих данных? Нет, здесь, конечно, ни аргументов, ни вопросов не было, потому что уже есть, и министр представил и цифры, да, конкретные цифры. Когда мы говорим об молодых специалистах, в этом году у нас больше 400 специалистов пошло в школы.
В прошлом году это было 300 с чем-то, то есть это был рост. За последние 3 года выросло количество. И я Молодых думаю, педагогов становится больше. Да, и то, что вы представили как информацию о той помощи, которая им оказывается, начиная от стипендий для студентов, но и эти 200 лей, да, единовременное пособие, и те 3000 лей, которые молодые специалисты получают в дополнение к той помощи, которая приходит для энергетики, но молодые специалисты получают 3000 в дополнение. Это помимо всего того, что мы сейчас перечислили? Да. И еще кроме этого, те 4000 лей, которые каждый учитель получает на канцтовары, на приобретение дидактических материалов. Кроме того, так или нет? Это так, конечно. Да. Кроме того, мы увеличили в прошлом году при принятии поправок к закону об образовании, к кодексу образования, мы увеличили и период, в котором молодому специалисту полагается помощь ментора, то есть помощь наставника. И то есть с 3 лет на 5 лет эта помощь предоставляется, и тоже с 3 лет до 5 лет тот период, где молодой специалист получает базовую зарплату, то есть свою зарплату, но за 75% ставки часов. Да. То есть он отрабатывает 75%. Раскройте, ментор — это человек-педагог, который будет помогать молодому педагогу осваивать эту профессию, работать хорошо и качественно, и за это тот педагог получает деньги. Сейчас педагоги-менторы, которые проходят через программу подготовки, пошагово мы обеспечим то, чтобы менторы это получали. Раньше этого не было. Но здесь очень важный другой момент. Здесь есть и методология, которую министерство утверждает. Здесь есть и серьезная программа подготовки, которая проходит посредством Института образования и лидершипа, да, ИНЕЛ, Институту национальной эдукации и лидерства. Да, там уже программа подготовки менторов и программы инвестим на профессоров, инвестим на эдукаторов, то есть инвестируем в педагогах и в воспитателях, они уже запущены. Но вот и это тоже важный момент. 75% нагрузки, но ты получаешь как за 100%. Вот это очень важно. Это молодым педагогам? Да. До 5 лет. До 5 лет. И это важно, потому что мы, когда рассматривали вообще эту проблему, это, конечно, опять же затраты, но оказалось, что очень много молодых педагогов именно после того, как приходят в школу, после какого-то периода оставляют работу. Они, если не имеют поддержки, они говорят, это не для меня, это сложно, потому что нагрузка большая для начинающего педагога. А для того, чтобы уметь создать такую атмосферу, когда дети принимают тебя, и дети заинтересованы, и ты видишь, что есть результаты, то, конечно, нужно и время, нужен опыт, а опыт не может быть сразу. У меня одна мысль. Вы знаете, смотрите, то, что перечислили мы, чуточку подборку делали из выступления Перчина, вы добавили несколько моментов. Вот это все из денег бюджета страны, правильно? Следовательно, это деньги налогоплательщиков. Вот об этой информации в лучшем случае знают все педагоги и все люди, которые работают в образовательной сфере, но не знают граждане страны. Поэтому, когда две проблемы, которые мы обсуждаем сейчас, даже берем одну, не беру опять же учебник истории, а гагаузский язык, педагоги гагаузского языка не получат финансирование, она покрывает абсолютно все вот эти вот благие, добрые, хорошие, эффективные начинания с такой материальной поддержкой педагогов молодых и в процессе обучения, и в процессе начала своей трудовой деятельности, они все уходят на нет, потому что информированности нет. И, может быть, госпожа Лиляна, рассматриваете ли вы, говорите ли вы вообще в парламенте с коллегами о том, что отсутствие информированности любую работу сводит на нет? Вы правы, но здесь очень большая просьба к вам и ко всем коллегам в масс-медиа. Мы всего лишь один проект, который работает, мы пытаемся привлечь людей к проблемам у нас страны. же есть очень много средств массовой информации. И моя огромная просьба, пожалуйста, коллеги. Ну вот вы на ГРТ об этом говорите? Вас приглашают на ГРТ? Я думаю, что, может быть, на следующей неделе мы будем на другом телевидении в Камрате. Если пригласят на ГРТ, посмотрим. Но пока не приглашают. Когда вы были? Да. А были вы на ГРТ давно, по образовательному? Нет, давно мы были, когда еще было другое руководство. Мы были с визитом на ГРТ с господином Нантоем.
потому что тогда речь шла, как мы можем помочь в ситуации, когда им нужно было переводить материалы и на румынском, подсрочный перевод. Но, извините, я хотела вернуться, потому что все-таки я считаю, что вас смотрят, и очень многие коллеги вас смотрят, и не только здесь, но и в Кишиневе, и в Бельцах. Моя огромная просьба, коллеги из масс-медиа, когда речь идет об образовании, давайте будем стараться вот эту информацию, которая существует, которая есть, да, и на сайте министерства, и было вчера в парламенте, и есть очень хороший отчет министра, который очень хорошо сделан, хорошей командой коммуникации в министерстве, и все работники министерства участвовали. Давайте эту информацию предлагать таким образом, чтобы человек, который не смотрел 4,5 часа Заседание парламента, Simplă de demitere, но у него будет основная информация. Потому что когда я читаю одну информацию, которая говорит «Moțiunea a picat», не прошло, да, не прошло, отставка министра не прошла. И дальше объясняется, о чем говорил министр, что представлял, и в конце вот, да, не получилось, да, отставка не получилась. И читаю другую информацию в средстве массовой информации, которая говорит титлу, да, министр признал, что у нас очень большие проблемы с количеством учителей. Коллеги из масс-медиа, это образование, это будущее наших детей. Давайте будем представлять информацию достоверно, конкретно, чтобы человек, который не был там и не смотрел 4,5 часа, но у него есть артикул, есть статья, в которой он может получить информацию. Госпожа Лиляна, уж простите, но вы являетесь председателем комиссии, в том числе по СМИ. И когда мы задаем вопрос здесь вам, были ли вы на ГРТ, получаем ответ, что вас там давно не было, тогда вы, как председатель комиссии парламентской, у общественного телевидения ГРТ можете спросить. Да. Спросили ли вы у них? Нет, не спросила, потому что, честно, я с того момента, когда мы пришли в парламент, с того момента, когда мы принимали какие-то конкретные решения по изменениям в кодексе об аудиовизуале, я обещала коллегам и на национальном телевидении, и везде о том, что я никогда не буду возникать или какие-то требования предлагать, вмешиваться в эдиториальную политику. И если кто-то это делать будет, пожалуйста, коллеги, то есть если кто-то имеет информацию, что это делаю, можете публично об этом заявить. Но если СМИ несут ложную информацию, если... Но это сложный вопрос. Это сложный вопрос, но для этого и существует и то, что делает Совет Consiliul de Presă. Нет, Consiliul de Presă. Совет прессы? Да. Ассоциация независимой прессы? Ассоциация вы говорите про Совет? Я говорю про Consiliul de Presă, да. где это как, я так считаю, что это и орган контроля. И все журналисты, которые подписали кодекс этики, да, это же не просто подпись, да. Если они считают, что не будем открывать Америку, я не знаю, кто из ГРТ, общественного телевидения, радио Гагаузия, подписывал этот кодекс журналистской этики. Мы в силу того, что мы в Гагаузии, о проблемах Гагаузии и нашего телевидения можем говорить с другими представителями, гостями в студии, не с вами, мы оставим этот вопрос на потом и на обсуждение с другими людьми. Это наша внутренняя проблема, но когда я задавала вопрос, вы как председатель комиссии, вы же можете, я не знаю, иметь какие-то, никто не говорит вмешиваться в политику эдиториальную, издательскую, да, но как общественное телевидение освещает процессы образования, процессы СМИ и прочее, это очень важно. Вот мы сейчас говорим об информации, которую, я уверена, в Гагаузии, повторюсь,
работающие в сфере образования, возможно, знают, потому что это их касается напрямую, а граждане не знают, а это и мои налоги. Почему я, как гражданин, не должна знать о том, что учителя молодые получают такую поддержку, что 4000 лей учителя получают на канцтовары, что еще что-то. То есть образовательная система, что повышенные заработные платы, о которых опять говорил министр Перчун, по-моему, на заседании парламента, снова повысятся заработные платы. Почему мы, граждане, которые выплачиваем налоги, не должны это знать? Вы правы, граждане должны знать. И есть один момент с точки зрения полномочий нашей комиссии и независимости прессы. Безусловно, и да. По закону, поэтому и существует, извините, что опять мы... Демократия. Нет, не демократия, извините. Поэтому и существует в случае, или в ситуации общественных СМИ существуют наблюдательные советы. Конечно. То есть я не имею права и никогда не буду этого делать, но наблюдательный совет каждого национального или регионального общественного СМИ должен хорошо работать. И теперь хороший вопрос. Как работают эти советы? Как работают эти советы, в том числе, как работают эти советы, когда они проплачены такими людьми, как ШОР. Почему не происходит в этом случае? Вы правы, потому что каждый гражданин имеет право требовать. Это наш дело. Поэтому здесь это очень важный момент, потому что это независимость прессы. И я думаю, что каждый из коллег, которые работают в прессе, должен хотя бы, я надеюсь, иногда спрашивать себя, а я делаю все? На что я подписалась? В Гагаузии все просто. Деньги народа, налогоплательщиков, пользуются ГРТ через тех людей, которых он везде и всюду наставил. Вот так выглядит картина по Гагаузии. На этом поставим точку. И здесь, дорогие друзья, горячая дискуссия. Смотрите, мы не думали с Леной Федоровной, что 2-3 вопроса займут столько времени. На самом деле у нас очень много вопросов. Зато для меня легче, если меньше вопросов. Мы переходим, вот так думают депутаты парламента, но у нас есть возможность пригласить вас еще в студию. У нас не регламентировано, мы можем попросить и 2 часа побеседовать. Но, конечно, мы постараемся уложиться в 1,5 часа. У нас рубрика «Люди говорят что». Друзья, ставьте лайки, если эта дискуссия вам нравится. Поделитесь, пожалуйста, своими друзьями. Правда, поверьте, это поможет нам. Нам, я говорю не только проекту «Единомышленники», это поможет нам, Молдове, нам, Гагаузии, разобраться больше в тех вопросах, которые обсуждаются, на которые дают ответы люди, которые компетентны отвечать на это. Оставайтесь с нами, люди говорят что, и мы попросим ваши 7 коротких ответов на наши короткие вопросы. Люди говорят, что... Люди говорят, что закрытие русских каналов только обозлило их, ну, то есть людей. Очень жаль, может быть, я обозлила, но есть великая проблема манипуляции и дезинформации, и я надеюсь, что люди смотрят, что и как происходит, потому что это делается только если есть какие-то риски, да, какие-то риски для нас, для государства. К сожалению, эти риски не всегда можно предвидеть. Кто бы думал, что мы будем сейчас в такой ситуации, да. Люди говорят, что самые богатые люди в Молдове – это политики. Я не согласна. Но я очень надеюсь... Вы не надеюсь, богатый человек? Я думаю, что у нас достаток очень хороший. Наверное, и потому, что я, и как наши многие люди, работала и за рубежом, но я имела счастье и работать по своему направлению и в образовании. То есть не пришлось работать, как моим друзьям по школе или моей школьной подруге в Италии на других работах. Мы абсолютно самодостаточны, и достаток есть, но я не думаю, что политики самые богатые. Я очень надеюсь, что у нас самыми богатыми будут люди, которые будут развивать свои предпринимательские идеи в свободном и очень интересном формате и на свободном рынке. Они должны быть самыми богатыми. Спасибо. Люди говорят, что образовательная система Молдовы не отвечает современным требованиям.
Я не согласна, потому что требования всегда идут немножко наперед, да. Мы должны бегать за современностью, но если судить по тому, что происходит в школах конкретных, я думаю, что очень многое сейчас делается именно для этого. И сейчас коллеги в образовании обсуждают и новую концепцию изменения школьных программ, да, cadrul de referință pentru curriculum. Те, которые нас смотрят, знают и на румынском эти слова. И это важные вещи, которые мы должны внедрять в образовании для того, чтобы помогать детям потом разобраться с разными ситуациями, в которых они будут. Извините, что не получается краткий ответ. Люди говорят, следующий наш вопрос, люди говорят, что в Молдове нет молодежной политики. Я думаю, что не согласна. Если смотреть на результаты агентства по молодежной политике, министерства, если смотреть на то, что, например, Министерство образования и исследований делает в этой области, на те проекты, для которых финансирование тоже повысилось, для молодежных организаций, для советов молодежи в районах, для консилиумul elevilor, для советов учеников в школах, для или аутогувернанца студентяска, для студентов. Это очень много вещей, которые делаются. Может быть, есть место для того, чтобы было более консолидированное развитие этих политик, включая больше действий уже по помощи молодым для того, чтобы развивать какие-то и свои предпринимательские навыки, и какие-то конкретные предпринимательские проекты. Люди говорят, что власти называют оптимизацией закрытия школ. Это разные вещи. Закрытие школ. Слово «оптимизация» означает улучшение, и оно не имело отношения к количеству школ, а к улучшению результатов образования и к созданию наилучших условий для всех учеников. Потому что когда, это уже такая забитая тема, когда один преподаватель преподает 4 предмета, и в классе несколько учеников одного класса, несколько другого, конечно, это не может быть названо качеством. Вы представляете ПАС в парламенте Республики Молдова. Люди говорят, что ПАС боится открывать свои офисы в Гагаузии. Нет, ПАС не боится. ПАС не боится открывать свои офисы в Гагаузии, но, к сожалению, и в период моей работы, может быть, я не была так настойчива, и я не могла приехать так часто, как хотелось бы. Есть то, что я заметила, да, те люди, которых я очень давно знаю, с которыми мы давно знакомы, и сейчас встречаемся и обнимаемся, потому что мы помним друг друга с различных мероприятий, проектов в образовании, так как я очень долго уже в этой сфере. Когда речь идет о политике и когда речь идет о партии из центра, они просто лучше мы будем помогать. Уходят от этой темы, да? Уходят от этой темы. Но, наверное, здесь есть вот этот элемент, что все, что связано с политикой, может быть какой-то отталкивающим? Нет, это может быть поставить тебя в какую-то проблемную ситуацию, да. То есть если здесь ПАС в основном не воспринимают, то если я буду представлять интересы ПАС, то меня будут бить. Это один аспект. Но еще и другой аспект, это то, что, к сожалению, я заметила, что очень много людей, которые работают, например, в образовании, они не так активны, но есть другие люди, с которыми, например, я не могу сотрудничать и не вижу, как строить отношения. Диалог с ними. Да, но они очень хотят. Понятно. То есть есть и такие ситуации. Да, люди говорят, что в школе слишком много предметов. Я не думаю, что много предметов, но я думаю, что есть еще место для интеграции некоторых аспектов.
Спасибо. Ну вот, это была рубрика. Друзья, мы продолжаем вторую часть нашей дискуссии, и мы хотим поговорить чуточку о Гагаузии. Тут хотим поговорить с вами, ну не потому, что мы до сих пор не говорили о Гагаузии, то есть о Гагаузии политической, скажем, да. И вот вопрос, с которого мы хотели бы начать, госпожа Лиляна, вы давно знаете, как вы тут подтверждали не раз, и знакомы с Гагаузией. А в чем вы видите уникальность, лично вы, как гражданин, как депутат парламента, уникальность гагаузской автономии? Ну, то, что Гагаузия есть часть Молдовы, и то, что у нас есть, это возможность интерференции культур, потому что нельзя сказать, что мы абсолютно разрозненные культуры и разные. Если смотреть на различные элементы, которые есть, начиная с нашего фольклора, с музыки, с танцев и всего-всего, я думаю, что это уникальная возможность, и вообще в Молдове, да, проживающие этносы, это уникальная возможность развития нас как Молдовы. Есть некоторые моменты, которые, мне кажется, что мы можем сделать так, чтобы наибольшее общение, наибольший обмен какими-то культурными аспектами создавало для нас платформу узнать друг друга больше и понимать, что мы можем сделать вместе. И вот тут прямо сразу. А почему не получается? Сразу в карьер, да. Да. Почему не получается диалог между Камратом и Кишиневым, как минимум? С точки зрения политических представителей, да, именно так об этом скажем, хотим говорить. Да, должна быть ситуация, я опять же не сужу на высоком уровне, на своем, да, как депутат, как... Это достаточно высокий уровень. Да, но я сейчас говорю как конкретный человек, депутат в парламенте Республики Молдова. Для меня очень важно в построении отношений, да, вообще. Может получиться сотрудничество, когда есть какой-то конкретный уровень доверия. Почему нет этого доверия ни у Камрата, ни у Кишинева? Можно я еще продолжу? Когда я строю с кем-то отношения, я стараюсь вести себя так, как бы я ожидала, чтобы со мной себя вели или относились бы ко мне. И когда происходят ситуации, в которых мое доверие было умерло. Опровергнуто. Нет, мое доверие к какому-то человеку оказалось, что, к сожалению, это же совсем другая ситуация, да, то есть это сложно, понимаете, и поэтому... Госпожа Лиляна, ну извините, когда мы говорим о доверии между двумя людьми, там, конечно, можно взаимоотношения между двумя людьми, но можно говорить о том, что у меня доверие к вам пропало, госпожа Лиляна. Но когда я депутат парламента, вы депутат парламента, но мы обязаны говорить о том, и говорить до того момента и на том языке, и находить эти интонации, еще какие-то элементы речи для того, чтобы прийти к компромиссу, который для людей, которые нас избрали, сделают нас договороспособными. Конечно, сложнее становится ситуация, когда это представители автономии, которые ратуют за свои какие-то цели, и представители парламента. Но вот нас интересует вот этот вот момент взаимоотношений между депутатами парламента и Народного собрания. Нет доверия, почему? В той рабочей группе нет доверия, вы говорите. А почему за эти годы все-таки не удалось построить какой-то механизм плодотворного функционирования и результативного функционирования между этими двумя органами, которые работали как одно в рабочей группе? Вот смотрите, как красиво смотрятся фотографии с этой рабочей группы. Мы попросим опять обратимся за помощью к нашему режиссеру. Хорошо смотрится картинка, которую видят люди. Люди собрались, собираются много раз. Тут мы видим и организацию SMI, которая, в общем-то, вела эту рабочую группу, создала и, собственно говоря, продвигала работу этой рабочей группы. Вот очень красивые кадры для людей, за что-то мирно голосуют и мирно там беседуют. А где результаты? И все равно напряжение есть между Гагаузией и Кишиневым. Да, и пока не будет больше общения и больше совместной работы, это напряжение, наверное, и сохранится. Извините, но просто хочу заметить, что в этой рабочей группе не мы
были той частью, которая сказала, Ну да. не хотим. А именно гагаузские коллеги сказали, Ну нет, да. все, Ну останавливаем. вот они объясняют тем, что, например, один из законопроектов, который стал рассматриваться еще в 2017 году, и он касался того, что депутаты парламента не имеют права вносить какие-то изменения в закон об особом правовом статусе Гагаузии без согласия Народного собрания Гагаузии, он вот с 2017 года не рассматривается. Был Он рассмотрен в рассмотрен первом чтении только, да. а продолжение вот уже сколько лет прошло, уже будет 8 лет в этом году, то есть закон До не второго чтения не рассматривается. дошло. И вот как один из моментов, который привел к тому, что гагаузская сторона решила, что мы не будем продолжать общение, является вот такого вот рода шаги, что мы какие-то там решения Ну, принимаем, но они потом не совсем превращаются так, не в соглашусь. законы. Не соглашусь. я Почему? не Я знаю. только поэтому. Нет, я был не знаю, прекращен. о каком законе речь, я не знаю, меня не было тогда в парламенте. А в рабочей группе же но вы в рабочей группе именно такого мотива для того, чтобы больше не работать, я не помню, что Нет, я не высказывал. хочу сказать, что именно этот закон был приведен как мотив, просто сказали о том, Был что политический элемент. мы заседаем, мы принимаем какие-то решения, а потом они не превращаются в законы. Мы принимали конкретные решения, например, в сфере моей комиссии, да, мы обсуждали и принимали аспекты, которые касались протежаря патримониум или других вещей. Я не могу судить о всем в общем. Но, опять же, если было решение гагаузской стороны больше не участвовать, и какие-то мотивы, о которых мы не знаем, не были оговорены, а были озвучены совсем другие, очень сложно. Знаете, да, о чем подумала? ситуации... Вот, да, вы правы, конечно. Расторгла эти отношения, скажем, да, гагаузская сторона, когда Народное собрание Гагаузии в 2023 году приняло решение о том, что хватит, рабочая группа больше не работает, мы не ходим больше на эти встречи, мы не видим в этом результата и т.д. и т.п. Мне очень интересно, я не слышала, а может быть я пропустила, а почему члены рабочей группы от парламента не сделали такое же, какое-то, я не знаю, неважно, какую-то информацию о том, что смотрите, к чему это приведет. Мы же хотели, чтобы наши отношения были, а вы не хотите в них участвовать. Ну, господа, ну это навредит тому-то, тому-то. Почему не было такого? Или наоборот, молдавской стороне показалось, что ну хорошо, баба с возу кобыли легче. Нет, да и нет. Ну, не было каких-то официальных коммюнике, но об этом мы говорили с коллегами. И даже говорили о том и передавали то, что мы открыты. И некоторые члены рабочей группы из Гагаузии тоже говорили, что и мы открыты, но вот не получается. Скажите, понимаете, может быть, извините, пожалуйста, может быть, вот почему я задаю этот вопрос? Может быть, за этим кроется то, что реально нет заинтересованности ни у Кишинева, такой глубокой, большой, заботливой заинтересованности, но все-таки наладить этот диалог, но все-таки установить возможность мирных отношений, мирной работы. Мне кажется, госпожа Лилиана, если бы мы знаем, что произошло в Гагаузии в связи с принятием этого решения о прекращении деятельности рабочей группы. Но если бы молдавская сторона вышла бы и сказала, ну это же навредит тому-то, тому-то, то диссонанс был бы, и гагаузское общество на это тоже как-то отреагировало бы. Но если молдавская сторона это не делала, я, как гражданин, свожу себя к мысли, что, наверное, молдавская сторона и не видит необходимости в том, чтобы... Понимаю, возможно, нужно было сделать какие-то другие... Кроме чем общение принять к с коллегами, сведению, что нет. Но вопрос сейчас, или сложность вопроса сейчас в том, опять же, уже уходя из персонального круга, но уже на политической плоскости, вопрос доверия. И если есть ситуации, в которых нельзя доверять, и если есть такие ситуации, о которых мы знаем, чей контроль, что происходит, как происходит, то это очень сложно. Я очень надеюсь, что все-таки мы сможем наладить. Скажите, а вот эта вот встреча, которую назвали тайной стамбульской встречей, вы на ней присутствовали? Она помогла, когда рабочая группа встречалась в Стамбуле, обсуждались вопросы взаимодействия депутатов Народного собрания Гагаузии, депутатов парламента. Вы приняли участие вот в этой встрече? Нет, к сожалению, я не слышала. Может быть, вы слышали, да, может быть, вы слышали о результатах этой встречи. Она не была тайной. Что дала эта встреча? Продвижения серьезного, к сожалению, не было, и она не была тайной. Тоже наши коллеги из СМИ
помогли, способствовали дискуссиям там. Более того, там не были только члены рабочей группы, но и господин Владимир Боля. То есть это не было абсолютной тайной. Но, опять же, чтобы что-то конкретное сделать, нужно все-таки доверие и общение. То есть нет доверия со стороны Кишинева к Амрату вот в этом диалоге? Это обоюдно на этот момент. И нет доверия к Амрата Кишиневу. Что делать в такой ситуации? А вы как думаете? А вот, как вы думаете, уважаемые зрители, жители автономии в первую очередь, потому что нас это должно интересовать в первую очередь, потому что никогда не закончится, если конфликт, если представители нас как народа, а это депутаты Народного собрания Гагаузии, не будут предлагать какие-то точные и выверенные шаги, которые помогут нам, самим гагаузам, объяснить Кишиневу, что мы хотим, сделать это, объяснить это на нормальном, доступном, с учетом всех законных требований Республики Молдова языке, и убедить Кишинев в том, что нам это надо. Но нюанс, о котором мы сейчас говорим, кроется, смотрите, в чем. То есть SMI, организация, которая помогает, которая является модератором, скажем, этих отношений, да, этой рабочей группы, и помогает найти контакты и все-таки в одной стране, чтобы руководство Молдовы и Гагаузии работало на благо людей, чтобы не было конфликтов. Оно встречается уже даже не здесь, а уже в Турции. То есть это нужно отойти со стороны. Мне кажется, что нам, людям, пора нам, гражданам этой страны и жителям автономии, пора сказать: перестаньте валять дурака, просто садитесь все за стол, за которым можно проговорить все проблемы. И даже если бы не было SMI, организация, которая на протяжении 10 лет пытается примирить две стороны, то мы бы никогда бы не нашли бы общего языка и даже не пытались бы находить его, получается, если нет третьей стороны, которая пытается нас примирить. Мой гражданский, гражданский посыл или мое мнение как гражданина, надо перестать говорить нам всем о том, что нет доверия. Извините, вы правы в том, что нет доверия. Но нужно это доверие людям, которые избраны гражданами этой страны, как депутаты парламента, и Народное собрание тоже избирается жителями автономии. Найдите это доверие, найдите, на чем можно найти свои точки соприкосновения. Это очень нужно обществу, потому что, смотрите, одна единственная проблема, о которой, госпожа Лилиана, мы начали говорить в начале этой передачи: гагаузский язык, педагоги гагаузского языка отсутствуют в штатном расписании. И вот Гагаузия теперь будет очень долго с этим жить. И если уже обуславливать правильно проблему, то давайте скажем о том, что дезинформация или вранье о том, что невозможно это сделать. Но люди не знают, что это вранье. Я понимаю, не вранье. Но нет этой информации. Опять же, если говорить о взаимоотношениях и о построении доверия, я бы очень хотела все-таки, чтобы люди понимали, что не только нужно ждать, когда кто-то на уровне политическом будет строить это доверие, но быть наиболее открытыми для того, чтобы больше узнавать друг о друге. Мне, например, очень больно, когда я вижу в информационном пространстве информацию о том, что заслуженный деятель культуры Гагаузии получил диплом парламента Республики Молдова, и в информационном пространстве это считается как предательство Гагаузии. Это где это видно? Извините, как это можно сделать? Это в нашем гагаузском обществе это возможно. Но это, к сожалению, делают те люди, которые очень целенаправленно, и я не знаю, я даже не берусь... Вам нельзя возразить здесь, нельзя возразить. Мне кажется, что... это больно, понимаете? Когда я на это смотрю, люди добрые, но это же ваши коллеги, вы их очень хорошо знаете. Это люди, которыми я восхищалась несколько лет назад, когда только впервые увидела вживую Дюзову, да? Я не понимаю. Но, госпожа Лилиана, мне кажется, что... Да, вот вопрос.
дезинформации, которую вы сейчас подняли, в прошлом году госпожа президент говорила о том, что будет создан центр, который будет противодействовать вот этой дезинформации в нашем информационном пространстве под названием «Патриот». И функционирует ли, работает ли этот центр? Если бы он функционировал и вовремя пресекал бы какие-то такие вещи дезинформационные в нашем пространстве, в целом в стране и в Гагаузии, возможно, мы не доходили бы до таких абсурдных ситуаций. То есть, если бы было реагирование своевременное, работает ли этот центр? Что он делает? На каком уровне? Это центр стратегической коммуникации и противостояния дезинформации. Этот центр, во-первых, направляет свои усилия на то, чтобы рассматривать все те информационные атаки и риски дезинформации и направленные на разрушение Молдовы как государства и разрушение безопасности Республики Молдова. Да. И этот центр предоставляет эту информацию всем органам власти, которые должны реагировать. Более того, они разрабатывают, это вещи, о которых невозможно, да, просто вот выйти и рассказать, да, вот будет такая дезинформация, будет такая дезинформация. Анализы, которые они делают, они предоставляют и помогают, например, Министерство образования, да, Министерство образования и исследований. Они предоставляют информацию о том, что можно сделать и что можно прописать, потому что сейчас министерство работает и над новой концепцией для куррикулума, и будет уже работа над куррикулумом и учебниками. Какие ценности нужно продвигать, чтобы мы стали не разрозненным обществом, а мы стали настоящим сообществом, где у нас есть общество. То есть нам не нужно ожидать, что этот центр будет сразу реагировать на какие-то фейковые новости, которые появляются в информационном пространстве. Это не роль этого центра. А кто у нас в Молдове должен этим заниматься? Вот вовремя заметить, увидеть, среагировать, не дать, потому что вот эти маленькие кирпичики, нам кажется, что это маленький кирпичик, нет должности учителя гагаузского языка в новом штатном расписании. Вы думаете, что кто-то это предвидел? Почему я говорила, что я думала, что это было сделано целенаправленно для того, чтобы вызвать скандал? Давайте пойдем дальше. Никто не предвидел. С патриотом, да, тут длинный патриот, потому что не так называется. А как называется? Уже вот все-таки коммуникация. Можете сказать стратком. Названия патриот там нет. Было объявлено так, поэтому мы... Но было утверждено парламентом в законе по-другому. А почему не понравилось это название? Да, это было условно, это не было название. Окей, идемте дальше. Теперь другая информационная. Эта неделя была полна какими-то информационными такими горячими новостями, правильнее сказать. Создание канала на русском языке на общественном телевидении и радио М1 Молдова-1. Об этом на Тереме. М1 это один канал, я имела в виду, да, на Тереме. Значит, инициатива законодательная была озвучена авторами, и что? Очень коротко, если можно, что хотите, и что это будет, и для чего? Насколько я знаю, коллеги, которые представляли этот проект... Это депутаты от ПАС. Да. Во-первых, почему предложили такой проект, опять же, связано с тем, чтобы была предоставлена достоверная информация на языке, понятном для очень многих наших граждан, к сожалению, которые очень оголены для дезинформации на русском языке. А дезинформации очень много. Почему эта информация не понравилась? То же самое оппозиции. Я не читала оппозицию. Нет, это просто выставлено как инициатива, и еще нет. Люди еще, наверное, будут анализировать и высказывать свою позицию. Это пока инициатива. С какой целью и что это будет стоить? Есть ли уже какие-то такие Я не могу сказать о том, что это будет стоить, потому что инициатива как таковая на этот момент включает изменения в кодексе аудиовизуале для того, чтобы была возможность создавать это. Как будет выглядеть уже закон при принятии, это уже зависит
от того, какие предложения еще поступят. И сколько на это потребуется денег, не указано еще в законодательном Нет, потому что это должно быть уже концепция самого проекта и вся разработка. Скажите, я, к сожалению, не могу дать больше деталей. Понятно. Здесь. Скажите, пожалуйста, а вот этот проект по радио, который тоже будет на русском языке и будет вещать на территории Вулканешт, Камрата, это составляющая этой программы? Нет, я это даже это не знаю, нет. Ну, была информация о том, что будут нет, открыты радиоволны, новые частоты, которые будут вещать в Вулканештах и Камрате. И да, мы только вчера поздно об этом вычитали. Аудиовизуала, они делают же конкурс на... Да, мы намерены пригласить представителя КСТР, это, наверное, КС, с ними можно в нашу студию, поговорим и об этом. Но и еще один вопрос, который невозможно не задать в этой студии сейчас. 1,9 миллиардов помощи ЕС для Молдовы подтверждены? Для того, чтобы было окончательное подтверждение, пока, как вы видели, это был вотум парламента, и теперь уже комиссия, то есть министры будут окончательно утверждать. Я не думаю, что возникнет какая-либо проблема, потому что уже было очень много публичных выступлений и представителей Европейского парламента, о том, что если Молдова пойдет и дальше таким же темпом, то европейская интеграция может произойти даже в 2029 году. Раньше, но очень важно будет именно эта программа, потому что это не просто 1,9 миллиардов, но это программа развития. Что она дает? Так вот, что она дает образованию? Очень конкретно. Что даст, вернее, не что дает, а что даст тогда, когда Молдова эти деньги будут получать? В скором времени, после утверждения, правительство представит конкретные вещи, которые включены в программу. Пока, как вы видели, информация об основных направлениях. Речь идет и об инфраструктуре энергетики, и о помощи или поддержке предпринимателей, более 25 тысяч компаний от малых до. Поддержка для построения инфраструктуры железнодорожной, поддержка для инвестиций и для того, чтобы мы стали более интересными для инвестиционных компаний. И в том числе развитие тех компетенций, которые нужны для того, чтобы можно было потом развивать экономику. То есть детали в каждом из этих направлений, и включая образование, потому что здесь уже речь идет, и если мы развиваем компетенции, то это происходит в образовании, уже будут представлены правительством при представлению программы в целом. И там и больницы для Бельцы, и Кагула, и... Госпожа Лилиана, подходит к концу мандат депутатов ПАС в этом созыве, и, наверное, вы делаете какие-то выводы, какие-то для себя, для вашей партии. Что вас беспокоит? Что вы обещали, но не смогли выполнить? Больше всего, что вас беспокоит? Ну, наверное, как и очень многих людей в стране, не только наших сторонников или симпатизантов, но всех нас. Я думаю, что это сложная ситуация, которая есть в юстиции, в реформе юстиции. И это сложно, потому что если рассматривать другие области, буквально все, что мы говорили в своей политической программе, в своей кампании, мы выполнили. Намного сложнее оказалось здесь, потому что уже все видят, наверное, понятна ситуация, что есть очень сопротивление системы, и есть и многоклановость. Есть очень честные люди, которые стараются работать честно и всегда это делали, но есть и люди, которым боязно пройти оценивание. Есть и люди, которым боязно потом, чтобы все, что они делали, было очень транспарентно и оценивалось. Да. Потому что я считаю, что, конечно, не вникая в суть и каким-то образом требуя информацию, что происходит в каких-то процессах, это неправильно, никакая власть не должна в это вникать. Но публичная информация, чтобы знать, сколько
процессов у конкретного судьи. Что там происходит? Почему там 4 года ничего не происходит? Почему у этого прокурора столько-то, не знаю, материалов в рассматривании, а у этого почти ничего? То есть все это должно быть... То есть борьба с коррупцией не получила должного решения, как предполагала ПАС тогда, когда брала на себя это обещание? Это остается основной нашей целью. Борьба с коррупцией будет продолжаться, и я думаю, что и в следующем мандате то же самое будет. Скажите, и еще один вопрос, возможно, последний уже в этом выпуске. Многие министры сменила ПАС в последнее время. Это говорит о том, что люди больше всего не справляются с должностями, уходят по собственному желанию, либо ПАС не может найти нужные кадры для нужного разрешения тех вопросов, которым должна заниматься страна, правительство. Изменения, кадровые изменения – это нормально. Я думаю, что ситуации разные есть, но и мне неизвестны ситуации, где бы люди не справлялись. Есть ситуации, где просто нужно какое-то время, да, чтобы... Есть и то, что называется burnout. Потому что работа в министерстве, я только вспоминаю, у меня был очень небольшой опыт. 5 месяцев примерно, да, или сколько это когда было. Вы работали с госпожой Майей Санду? Да, когда госпожа Майя Санду была премьер-министром, и я была министром образования, культуры и исследований, я не помнила, сколько дней я возвращалась домой раньше 11 часов вечера, и мой муж сказал: а я помню. Я помню, сколько дней ты приезжала, когда еще было светло. В общем, вы давно работаете с Майей Санду. Майя Санду президент, получила 2-й мандат. Она была лидером партии до президентства. У вас есть претензии, как у депутата парламента, как у депутата от ПАС, к президенту? Если можете об этом сказать вот здесь, сейчас, открыто и честно. Нет. Я думаю, что претензий может быть у меня только к себе самой. Потому что госпожа Санду, вы правы, я давно работала с ней, и я помню, как у нас все происходило в Министерстве образования, когда госпожа Санду пришла, да, и начала собирать туда команду, и как люди смотрели: боже мой, да что они могут сделать, ничего не могут сделать. И то, как она нас сумела поддержать, и то, как она сумела нас вдохновить своим примером. А я считаю, что хорошие примеры очень важны. Посредством примеров хороших, добросовестных, честных людей мы можем изменить эту страну. А давайте здесь поставим точку и примем это за ваш ответ. Хорошие примеры очень важны. Спасибо вам, госпожа Лиляна, за открытость и готовность приехать из Кишинева сюда, в Гагаузию, к нам для работы в этом выпуске. Искренне вас благодарим. Ну и успешной работы. И все, что мы с Леной Федоровной, готовясь к передаче, обсуждали, не хватает информированности гражданам. Мы говорим не только о себе, как о людях, которые могут еще кому-то позвонить, где-то что-то узнать, но нужно информировать людей. Успехов в вашей работе. И мы хотим, чтобы Молдова развивалась. И если этого же хотят депутаты парламента и все те люди, которых избираем мы, граждане страны, то, конечно, вне сомнения, будущее у Молдовы будут ясные, хорошие. Друзья, подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Поделитесь своими друзьями этой возможностью подписаться на канал и следить за нашими дискуссиями в студии проекта «Единомышленники». Сегодня у нас была депутат парламента Республики Молдова от партии ПАС Лилиана Николаеску-Анафрей. Разговор получился таким, каким получился. Если у вас есть еще вопросы по этой отрасли, либо по другой, вы знаете, где писать. В комментариях под видео. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.